Башкортостан вошел в топ-5 по количеству поддержанных проектов в рамках фонда президентских грантов. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Елена Гатауллина, это руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан. Елена Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. У нас с вами сегодня чудесный повод для встречи, для того, чтобы обсудить именно итоги конкурса, который проходил в прошлом году, но итоги его стали известны уже сейчас. И вот сегодня такой замечательный итог мы подводим о том, что Башкортостан вошел в сильнейшие 5 регионов, которые поддержаны по количеству именно победителей конкурса. Верно? Да, совершенно верно. И очень радостно увидеться. И действительно, это то, чего мы ждали. И ждал весь некоммерческий сектор нашей страны. Я думаю, это совершенно не преувеличение, потому что, знаете, каждый проект — это ребенок, который вынашивается, который рождается, который реализуется. И каждый из некоммерческих организаций является таким родителем своего рода и, конечно же, переживает за то, как его ребенок пойдет в жизнь. И мы действительно на этой неделе все радуемся таким победам. Каждой некоммерческой организации, за которой стоит целый блок людей. Мы вошли в топ-15 по сумме, по величине грантовой поддержки от фонда президентских грантов по итогам первого конкурса 2025 года. И это возможность 46 некоммерческим организациям с огромным количеством благополучателей реализовать свои проекты в Республике Башкортостан. То есть это такой, знаете, мощный толчок для того, чтобы мы говорили о развитии, продолжении развития нашего некоммерческого сектора. И вот есть такой термин «устойчивость». Мы очень много говорим про устойчивость территорий, а здесь такая устойчивость гражданского общества, когда активисты, несмотря ни на какие сложности, несмотря на то, что время сейчас очень непростое, мы говорим о консолидации, потому что количество проектов, которые не заканчиваются, они только растут, говорит о том, что люди готовы и идут дальше и более сплоченно и вперед к победе, потому что среди победителей мы видим победные заявки, прошу прощения за тавтологию, но действительно такие победные заявки и по патриотическому воспитанию, и по сохранению исторической памяти. Но и с другой стороны, это вопросы, касающиеся проекта, касающихся вопросов по нашей обычным вопросам, по профориентации, по поддержанию здоровья, по поддержке, но совершенно разные суммы. То есть если вы считаете, что ваш проект, например, небольшой, не нужно совершенно об этом думать, потому что новичкам, говорят, везет действительно по баллам. Это более низкий балл по присуждению, если ваша организация еще не имела опыта участия, но при этом вы можете претендовать на грант до 1 000 000 рублей. И с другой стороны, если вы уже опытный мастер в участии, в реализации конкурсов, различных проектов, конкурсов, вы можете претендовать на сумму по фонду президентских грантов «нет потолка». То есть вот здесь уже по усмотрению самих проектных руководителей. Вы уже рассказали немного о том, какие проекты победили. Вот можно более подробно? Понятно, что вот они все разные, но какие наиболее популярные? Начну с географии. География охватывает 20 муниципальных образований Республики Башкортостан. География победителей наших. Это, безусловно, традиционный город Уфа. Очень порадовал город Октябрьский нас, потому что есть также в числе победителей проекты наших некоммерческих организаций этого города. Я помню, как мы проводили семинары, даже помню, мы с вами, Роза, обсуждали то, как можно подать заявку, как можно победить и в каких областях лучше всего себя реализовать. И вот сегодня мы видим, что в общем-то, все наши намеченные планы реализовались, и те самые 200 консультаций, которые провели наши эксперты, они, ну, дай бог, не прошли даром, потому что еще этап реализации предстоит, поэтому, ну вот, пока мы радуемся за победы. Город Благовещенск, он уже тоже традиционно. И география, как я уже сказала, разная. И про профориентационный проект сказала. Также у нас в числе проектов победителей проекта по здравоохранению, победители в проекты по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья. И это радует, потому что если мы говорим про фонд президентских грантов — это все-таки социальные инициативы. И если мы посмотрим внимательно положение, здесь я попрошу всех телезрителей, которые захотят поучаствовать с 3 февраля. Очень важно помнить, что мы сейчас радуемся и готовимся уже к следующему конкурсу. С 3 февраля по 17 марта будет
дан старт приема заявок уже по второму конкурсу 2025 года. Поэтому, пожалуйста, уважаемые, дорогие наши коллеги, готовьтесь, потому что мы точно так же с нашими экспертами, замечательными, сейчас вообще воодушевленными, потому что победа всегда дает силы, будем проводить консультации онлайн, также с выездами на места, экспресс-рассмотрение заявок, и проведем очень большой комплекс работы над ошибками для тех заявок, которые не прошли. Почему не прошли? Может быть, неправильно был указан благополучатель, количественные показатели. Посмотрим еще раз сметы, посмотрим еще раз саму структуру заявки, потому что сейчас можно углубиться, в том числе в те баллы, которые выставили независимые эксперты в фонде президентских грантов. Если говорить именно вы говорите о том, что много было консультаций, их действительно 200, ну согласитесь, это немало. Означает ли это, что у нас сейчас именно вот в некоммерческом секторе появляются новички? Причем они появляются не только в Уфе, да, потому что в Уфе все-таки привыкли уже, а вы в других муниципалитетах. И это отрадно. Все-таки люди, значит, активизируются. Ну, нужно отдать должное, что Республика Башкортостан лидеры по количеству некоммерческих организаций в целом по стране. А у нас их более 6 тысяч, и это огромная работа и управления Министерства юстиции, по делам юстиции, и огромная работа, собственно, самих некоммерческих организаций, потому что это такая, знаете, активность, когда мы не столько и не только говорим об извлечении прибыли, потому что некоммерческий сектор — это все-таки больше благо, это польза для общества, и интерес к этому действительно в республике есть через реализацию тех или иных проектов, о чем мы сегодня и говорим. Но я скажу к тому же не только про некоммерческий сектор, а вообще про общественные проекты, про то, почему ресурсный центр наш из НКО вдруг стал ресурсным центром общественных проектов. Долго думали, как правильнее, но мы понимаем, что сейчас, на сегодняшний день, не только некоммерческий сектор реализует те или иные инициативы. Более того, сейчас мы приходим к тому, что музеи могут подать заявку на грант. По фонду грантов культурных инициатив мы тоже консультируем, тоже, безусловно, бесплатно. До 6 февраля можно обратиться к нам, мы посмотрим, проконсультируем, подскажем. Также экспресс-рассмотрение проведем. Я к тому, что огромное количество возможностей есть. Есть также возможность заявляться от отдельных юридических лиц, либо от физических лиц. И сейчас государство в целом, и Республика Башкортостан, безусловно, дает возможности для развития ваших проектов, не обязательно регистрируя некоммерческую организацию. И это огромное благо, потому что здоровое гражданское общество — это не только свод юридических лиц, это, безусловно, инициативные люди. Много ли у нас этих инициативных людей? Судя по тому, какую активность мы видим, и в том числе по заявкам на консультации, достаточно много. То есть много-мало — это такие, знаете, достаточно относительные понятия, смотря с чем или с кем сравнивать. Я все-таки доверяю рейтингам и рейтингам Российской Федерации. Если мы говорим про совокупный рейтинг по третьему сектору, мы занимаем традиционно 11 место по Российской Федерации. Мы надеемся его, конечно же, повысить, но здесь такой огромный свод различных критериев. Это информационная открытость, сдача отчетности в целом по сектору НКО. И, как я уже сказала, наш ресурсный центр сейчас работает в направлении всех грантовых конкурсов. Мы консультируем по всему, вообще практически по всем направлениям. Это и внебюджетные конкурсы также, чтобы увидеть, заметить и, самое главное, помочь вовремя тем самым инициативным людям, которые готовы реализовывать проекты. Ведь любой проект подается на грант для софинансирования. То есть есть свои, безусловно, трудозатраты, ресурсы, которые человек вкладывает, либо организации готовы вложить. И также они просят какой-то дальнейший, да, вот этот кусочек. Это не значит, что проект не реализуется без денег, которые будут привлечены. Но с деньгами гораздо, конечно же, проще и порой красивее и интереснее получается. И если говорить о том, что вот сейчас победители выиграли грантовый конкурс, далее у них уже предстоит реализация, да, и уже потом все равно есть такой ответственный момент отчетности. Безусловно. Безусловно. Вот поддерживает ли именно ресурсный центр и вот на этом этапе?
С этого года такое новшество мы ввели. 46 проектов могут обратиться к нам также за консультациями и по сдаче отчетности, и по тому, как проект правильно реализовать, на каких этапах, как вернее сделать. Но по поводу реализации чуть проще, потому что сдается определенный план сразу же при подаче заявки, план реализации проекта. То есть здесь можно плана придерживаться, которые уже проверили и закрепили независимые эксперты. А вот что касается отчетности, да, конечно, можно обратиться и нужно обращаться, потому что все этапы важны. От момента зарождения идеи до момента отчетности, безусловно, когда и еще, пользуясь случаем, хочу попросить наши некоммерческие организации, пожалуйста, делитесь своими информационными поводами, потому что добром мы очень быстро заряжаемся и с удовольствием, знаете, как видим лучики света, которые воцарились, красивые мероприятия, добрые дела, дети, которым помогают, взрослые, которым помогают. И часто очень возникают такие коллаборации, партнерства. Вдруг, как говорят, откуда ни возьмись, приходит помощь и для них, и, собственно, для республики, и для районов. Что еще важно, делать хорошие, качественные фотографии. Потому что сейчас век таков, что для нас, конечно, очень важно поделиться как можно с большим количеством людей вот теми классными проектами, идеями, которые есть. Но, к сожалению, даже сейчас мы сталкиваемся с вопросом, что какие-то фотографии плохого качества, каких-то нет, где-то слишком засвечено. Вот, казалось бы, элементарные вещи, но они настолько важны, потому что это история. Мы видим, как зачастую, между прочим, проекты развиваются и находят свою поддержку в течение нескольких лет, либо через какой-то период времени. Представьте, как интересно, какой был проект в 2021 году и какой, например, сейчас в 2025 году. И, конечно же, для этого нужен видео и фотоконтент, который мы с удовольствием будем размещать также в наших социальных сетях. Елена Венеровна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, поделились своими впечатлениями. Действительно, это такие интересные моменты, когда у нас общество развивается, и когда у нас сами люди хотят воплощать свои идеи, сначала формируют их в проекты, а потом уже реализуют. То есть же это наша инициатива, действительно, как вы говорите, это сплоченность нашего общества. И сейчас это как никогда важно. Спасибо огромное. Мы желаем вам успехов, потому как впереди вот первый этап закончился, далее уже с 3 февраля стартует другой конкурс, пусть и дальше сопутствует успеху и удача на всем нашим участникам, нашим жителям республики. Спасибо. Большое спасибо. Это была программа интервью. О грантовых конкурсах говорили сегодня с Элиной Гатауллиной, это руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан. Спасибо, что были с нами.